Ну, друзья, прекрасный весенний день. И это бестия. Где-то у меня Маша вышла уже с утра копошиться. Ко мне не подходи, я к тебе не подойду. Уйди отсюда, я тебя боюсь вообще. Ты меня задавишь. Уйди! Уйди, Умка! Умка, перестань. Умка! Боюсь я его. Осторожно, уйди отсюда! Уйди! Уйди! Уйди отсюда! Я боюсь, меня она сдавит. Это Маша занимается в парничке, что-то готовится к осенним, летним, весенне-полевым работам. Сейчас. Где она там? А, вот она. Привет, Мария Олеговна. Всем привет. Далеко, да, не слышно, наверное. Чем занимаемся? Мы не все. Лук ясничка. Парничок, да что-то, да? Но хочу вот не кипины заройтны. Угу. Мы сделаем, что мы запиться жуаны. Ну, так и называется. Зароить парник, навоз, да что-то. Земля сухая, да? Да. Ой, заровки что на козе. Очень сухая. Придется поливать, что потом. Снега забыли в этом году закидать, давайте. Да все равно бы высох. Купленный осенью навоз, помните, там вот уже осенью покупали навоз, он куча еще не раскидана. Немножко и парничок придется. Маша там накидает. Обычно Маша не разрешает снимать, чем она там копошится в парнике. А я что-то сегодня в наглую прям взял камеру и подъехал. Но больно уж на улице, Маша, погода такая очень классная. Солнце и ветер сегодня, кстати, не холодный. Да. И вот жарко сегодня. О, зашла в парник и говорит, мне не жарко. Конечно, жарко. Жарко мы сейчас сегодня, очень жарко. Я и говорю, На улице ветер, потом тоже раздеться, тоже это. Раздеться. Ветерок все равно. Весна еще, какая там раздеться. Что-то там, ну-ка поближе поснимай, что-то там. Вот такая сухая земля в парнике, аж пыль идет, как это, да. Но придется это поливать сильно, давайте. А сюда шланг, поливочный шланг поставить, так пускай поливает. У нас же есть поливочный шланг. Установить, так. И все. Но до посадки еще рано, это все. Да думаешь, заморозков не будет? Будут еще. Сегодня Маша решила чисто по комикс разговаривать. Вообще забыла, что наши зрители русские же в основном. Комы-то есть, конечно, но по коме только шпарит. По-русски, Маша, по-русски. Мы общаемся по-русски со зрителями, как это. Ну, Маша продолжается тут работать, тут интересного ничего нету. Ну, как по-русски правильно? Зароить землю, да? Да? Скажем, роет землю, Маша. Роет землю, Маша. А там где-то птички поют. Вон Маша говорит, что муравьев очень много. Опять. Дергала траву полностью здесь возле
Друзья. С этой стороны по кучкам было видно муравьи, вот выползают. Да. Маша далеко, да, микрофон не улавливает. Ну, говорит, что очень много этих свежих кучек муравьев. Опять придется брызгать порошками всякими. Прошлый год чем брызгала? Погромче скажи так. Какой-то порошок покупала от муравьев. И помогла? Ну да, исчезали. Потом А. появлялись, потом опять побрызгивала этими. Потом А. опять исчезали. А вот это, о, смотри, а вот эта нитканка зачем? Чтобы не спалилась, да? Ну да, как бы держит тоже ведь. Ну, эти лучи держит, да? Это сжигает листья, да? Понятно, я думаю, что за этот балахон там висит? Да, вот полностью вот все расклеилось. Скотчем нужно опять заклеивать полностью. Угу. Двусторонним скотчем. Я, наверное, там погуляю по дворику, да, съезжу, может, до речки посмотрю, до озера хотя бы. Как там и что. Птички уже чирикают. Листочков еще нету, рано еще нам до листочков. Умка гуляет на тросе. Скоро посадки будут и закроется эта тема. И тоже тенек ищет, жару не любит, и низкоходящего не любит. Там есть собака. Другая, это у родителей собака там, Айда. Шарик-то умер прошлой осенью уже, ближе к зиме. На солнышко даже греется. Вот она любит солнышко, греется на солнышке. Как-нибудь на прогулку ее надо отвезти. На поле тоже. Она любит греться. А Умка наоборот. Умка ей вообще не нравится вот все эта тема с солнцем. Любит, чтобы чтобы прохладно было. Чувствует себя прекрасно в минус 40. Почему-то. Так, посмотрим скворечник у соседей. Скворцов нет, не поселились. Что-то не понравилось, видать. Скворечник пустой. Как гад. Ой. Умка опять бесится. Бесится. Ладно, съезжу я до озера, если получится, до речки даже съезжу. Никакая? Умка. Бесится, прям невозможно бесится. Я уже у речки, друзья. Речка, можно сказать, у нас в этом году половодья не было. И почти уже летний уровень. Чуть-чуть есть лишняя вода, конечно. Но это называется летний уровень воды. И ничего в этом хорошего, друзья, нету, потому что обычно говорят так. Если нету половодья весной, значит летом будет 3 половодья. Ну, это так в народе говорят. Вот. Вот так выглядит красавица речка.
постепенно все начинает зеленеть, конечно, но это еще рано. Но это потом на севере быстро происходит. Раз и смотришь уже и все зеленое это. Вот так. Прогулялся я, значит, до речки сегодня. Небо опять такое чистое. Ну, облака есть, конечно, но она чистая, красивая. О, охота открыта, стреляют. Красота. И птички поют, не знаю, слышно, нет из-за ветра. Рыбаки, охотники уже едят. А я домой. Как и говорил, что просто прогулялся до речки. Приехал, друзья, к дяде Ване. Сидит, о чем-то думает. Ремонт у него в доме идет полным ходом. Гипсокартон, там обои, линолеум. В деревне живем и все закрываем гипсом, да что да, нет бы дерева выделить. Городские, наоборот, еще деревянное делают, а у нас все пластиком обшивают. Окна пластиковые ставят. Стены деревянные, настоящие. Вот. Не стыдно тебе? Да, у меня так же. Ох, у тебя там волкодав воет, да? Сейчас подъедем, посмотрим. Че, столбы ошкурил уже, да? Что-то молчаливый сегодня, дядя Вань. Сейчас пошли посмотрим твоего волкодава. Сейчас езжу, посмотрю. А то он лает меня, только услышал. Şimdi mı Vlad? Он тут чипдарок. Может, не застряну? Застряну? Нет, не застряну я. Здесь проеду. Ага, нормально едет. Здесь еще поеду, чтобы прямо к нему в будку, чтобы заехать. Сейчас я к тебе прям в будку заеду, друг. Иди сюда. Иди сюда. Ух, какая злюка. Как зовут ее? Собаку не знаешь, как зовут? Бобик. Линяет, смотрю, да. Ох. Но. Чего? Ага. Муйне. 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 Муйне шо. А мы день гостиниц бы ще ты энка шумит. Муйне. Дядя Ваня-то смелее себя ведет. Да? Да? Да. Тут башам вер. Но. Красивый, красивый. Ой, красивый. Ну, хорошо. Раз есть. То гарти надо. На. Нету гостинца для тебя меня сегодня.
Так, значит, у тебя ремонт идет, да? Ладно, поеду я тогда домой. Тоже. Дядя Ваня, ты поедешь? Я тоже поеду тогда. Вернулся уже домой. Маша уже парник закончила. С клубникой там боишься, да? Листья убирая прошлогодние. Маша убирает грядки клубнику. Прошлогодние листья, да что да, сухие вот эти. Одну грядку вроде уже убрала, да? А что там убрала эти, даже там эти, кусты убрала даже, да? Там кусты убрала, вон, смотри. Сухие листья убрала. А не, вот тут с краю кустов нету. Или их и не было? Не, вот на первой грядке. А там же помидоры росли. А, точно помидоры, да. Тоже помидоры? Да? Даже? Я думаю, лето будет холодным. Почему? Потому что? Зима была холодная. Это должно быть теплым. А ты думаешь, мы за 30 метров находимся, даже слышно, что ты говоришь? По губам. По губам не умеем читать. Вот такой весенний день. Все на грядке целый день. Да? Где у меня Айда? О. Айда, что ты там делаешь? Металлолом. Надо сдать металлолом. Так. Мне лень заходить, Маша. А и не заходи. Посижу еще с тобой. Наша вишня. Сейчас Маша поближе поснимает. Вроде зиму пережила. Сейчас поближе Маша поснимает. Покажу нашей вишне. Вот. Значит, она выжила. Вон почки появляются уже. Так что она не замерзла. Полностью покрывали же осенью сухой травой. Ну и у нас она сохранилась. Вон почки показывают, что жизнь есть. Она живая, не замерзшая. Вот. Вот опять солнышко появилось. С клубникой закончили. Вот там чеснок у нас. Озимый, или как правильно называть. Был утеплен щеном сухим. Это убрал. Тоже говорят, побеги есть чеснока, да, Маша? Да. Побеги есть чеснока, сейчас это все убирается. Но думаю, заморозки еще будут, но надеюсь, уже все выдержит потом. Сейчас попробую поснимать побеги чеснока, которые вышли. Не знаю, там получится или нет. Зеленые побеги чеснока, вот, да. Сам на коляске не могу подъехать близко, а вот камера приближает. Чеснок вышел уже.
Мгм. Маша такая с вилами боевая. Что, вышло? Чеснок вышел? Наверное, видно, да? Видно, видно, я уже показал. Че, обедать зайдем, да? Да. Устала? Нет. Не устала? Чуть-чуть-то устала. Честно скажи, устала? Честно, пока еще не устала. Вот вечером потом скажу. Давай зайдем, да, наверное, пообедаем. У нас тучи собираются, друзья. Да, если дождя не Прям, будет. прям вот мощные тучи уже собрались. Мгм. Это кто-то наколдовал. Потому что я вышел на улицу и сразу тучи. Ну, успел уже прогуляться, да? Да, я до речки съездил, да, озеро. Озеро можно уже рыбачить. Надо тебе на жареху принести рыбу. На жареха рыба-то еще есть. Щука Это, ждет. это от меня жареха. Ну да, Все, заходим, да? Мгм. Давай. пообедаем. Трясогузка, друзья. А. Совсем не боится. Прям рядом. Мы тоже стоим, не шевелимся. Даже не дышим. Ну, какой красавец самец. Самка уже на гнезде сидит. После обеда уже как бы мы пообедали, друзья. Не стал уже обед снимать. А вот Маша потом занялась вон пересадкой. У нас в этом году поздно посадили помидоры, конечно. Пересадкой. Какие сорта вкратце не скажешь, какие Маша положила? Челнок, черри, дачник. Черри это парник. Парники посажу, Как и прошлый год, да? да. Черри желтые там были, давайте. Да, дачник, да. Челнок они как бы это на улице. Да, посажу. Главное, чтобы погода потом нормальная была. Короче, вот Маша занимается этим. Вернее, вот рассаду пересаживает. Делит. Там по 2 штуки, да? Да, кто по 2, кто побольше. По одной пересаживает. Надеюсь, будут помидоры, вырастут. Думаю, Хотя у некоторых, наверное, уже и комочки уже, может, уже есть уже. Помидоры уже висят, да. вот Маша говорит, что прошлый год мы тоже поздно делали, и еще нормально выросло еще. Да, так же, как и люди, так же ели помидоры. Да, на открытом грунте прошлый год выросли, я удивился. Я не думал, что вырастут на Но в открытом прошлом грунте. году же тепло было. Каждый год же холодно, а в прошлом году же вон как тепло было. А, у тебя подписаны. Ну-ка, прочитай, какие сорта. Ну то я говорю, дачник, челнок,
Черри. Дачник черри. О, все понятно. А грунт какой используешь? Покупной. Да? Торфогрунт универсальный. Универсальный. Мгм. Ну, и все. На этом будем заканчивать наше видео. Такое. И скажем всем пока. Всем пока, Мария Олеговна. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. А пускай у нас будет хороший урожай. Ну да. Конечно. До этого еще, правда, Все хотят, далеко. чтобы у каждого был урожай. До свидания, до новых видео. Пока.